Добрый день, уважаемые друзья! Мы в Грозном, на левом берегу реки Сунжи. И в этом ролике я вам хочу рассказать, почему, собственно, Грозный на чеченском, на государственном языке Чеченской Республики, Грозный называется Сёлжгал. Собственно, река это Сунжа, как я отметил ранее, и, соответственно, название сформировалось на основе чеченского Сёльжа. Название данного гидронима – это Сёльжа. И, опять-таки, возвращаясь к тому, как чеченцы называют Грозный, это Сёльжгал. И то, что на государственном языке Чеченской Республики, который практикуется как и де юре, и де факто, наряду с русским здесь, в Чеченской Республике, эта река и город, который находится на этой реке, называется у чеченцев Сёлжгал. Есть еще не только данный гидроним, который берет свое начало с северных склонов Кавказского хребта, но и населенный пункт, который имеет соответствующее название Сёльжи, то есть склонение Сёльжи, аул, большой населенный пункт, который находился на берегах этой Сунжи. Соответственно, с этим склонением это означает, что по специфике чеченского языка, у реки Сунжи. И в следующих кадрах я непосредственно поеду туда, где Сёльжи, аул, он находился изначально. Вот сейчас я нахожусь на левом берегу реки Сунжи. Грозный разделяется Сунжей диагонально. Заходит эта река в районе Алды. Это старинный чеченский населенный пункт, который в первую очередь у нас имеет такую корреляцию с великим чеченским государственником и военачальником шейхом Мансуром. Это немножко другая история. В этом районе, примерно в этом районе, данная река заходит на территорию Грозного, в агломерацию Грозного, города сегодняшнего, и выходит в районе северо-восточной окраины Грозного за пределы города и отправляется навстречу с Тереком. Там происходит практически слияние трех самых именитых чеченских рек. Это Терек, Аргун и Сёльжа. Вот это наша Сёльжа, красивая. И день сегодня красивый, очень солнечно, прекрасная погода. И течение очень красивое, машаллах. И сейчас мы отправимся на этом же левом берегу, на то место, где изначально стоял Сёльжи, изначально тоже на берегу Сунжи. Давайте туда отправимся. Следующие кадры будут непосредственно с той местности. Итак, уважаемые друзья, мы на месте. В предыдущем кадре мы были в самом центре Грозного. Здесь мы находимся северо-восточнее от центра. Это район школы номер 15. И вот мы находимся южнее от поселка РТС, современного поселка в составе Грозного. Где-то 150 метров выше находится перекресток улицы бывшей Чукотской, сегодняшней Батаева. Эта улица у нас улица Батыжева. Вот именно здесь и расположен был тот Сёльжи. Изначально этот населенный пункт располагался здесь. Это левый берег Сунжи. Сейчас вот по этой улице современной Батыжева, с пересечением улицы Машинной, я выйду на улицу Назарбаева, выйду на мост, который соединяет левый берег Грозного с правым. И, соответственно, там у нас будет большой проспект имени
Жуковского. Жуковский, уточню, улица увековечена в честь математика Жуковского. Сейчас мы туда пройдем. Следующий кадр будет оттуда. И, собственно, с этого места я уже буду перемещаться на территорию, где уже этот населенный пункт у нас Сёльджи находился уже на начало 19 века. На территории Чечни были и редуты, на территории современных Наурских, Шелковских районов. И, соответственно, за Терским хребтом уже было фактически так, что вот эта территория уже занята Российской империей. И по линии, Азово-Моздокской линии. Моздок у нас находится западнее, но это такое условное общее название этой линии. Азово-Моздокская линия. Также она фигурирует как Кавказская линия. Ну, они такие дублирующие. Где-то они севернее могли отходить друг от друга, где-то южнее и тому подобное. И в 1816 году, когда уже Ермолов Алексей был назначен на пост генерал-губернатора Кавказа, уже было предпринято, во-первых, было принято решение об уже углублении экспансии и того, что линия за Тереком, она не остановится. Она будет углублена, и на плодородную равнину чеченскую произойдет продвижение, и линия будет перемещаться на Сунжу. И, естественно, населенным пунктам, огромным аулам приходилось тоже иметь в виду вот эту опасность и тоже мигрировать, эвакуироваться. Вот в чем заключается разносторонний сюжет и спектр содержания, чтобы открыть вам вот эту ретроспективу. Теперь я перемещаюсь на улицу Назарбаева, где идет стык Назарбаева с улицей Жуковского. На мосту сделаю для вас короткий фрагмент и буду перемещаться уже на то место, где Сёльджи находился уже на начало 19 века. Уважаемые друзья, я на улице Назарбаева. И вот я прошел от предыдущего места, где мы были, где-то метров 700. И буду сейчас заходить на мост. Сделаю несколько кадров оттуда. И на мосту между проспектом Жуковского, улицей Назарбаева и Петропавловским шоссе. В предыдущем кадре я был вот в районе той мечети. А, собственно, этот населенный пункт Сёльджи, который находился здесь первоначально, его место, оно вот за этим торговым строением, за вот этими объектами, буквально несколько сотен метров. Здесь очень красиво, вот лавка здесь находится. Этот коврик, он не случайно здесь, это для тех, кто, когда приходит время помолиться, мог здесь, находясь на досуге, тоже сделать свою обязательную молитву. Здесь прибрежная часть очень такая романтичная, красивая. Вот вы как видите, все в естественном убранстве. Очень красиво, очень красиво. Вон там плато такое. Если бы я жил бы в этом районе, я занимался бы спортом по утрам. Место очень классное. Очень классное. Итак, сейчас мы зайдем на проспект Жуковского и оттуда отправимся уже на следующую локацию, куда переместился Сёльджи. Мы с вами уже на правом берегу Сунжи. Здесь на правом берегу находится ресторан, называется Хист, то есть у реки, а точнее у воды. Хист. Ну, под Хи также имеется в виду и сам гидроним. Такая вот красота у нас. Уважаемые друзья, мы непосредственно находимся на улице Жуковского, и слева, вот по линии, по которой я иду, по этой траектории, у нас находится поселок Маас.
то есть Магаз, он своим названием отсылает к названию уже государства Алании по одной из научно-исторических вариаций. Магаз находился на территории Чеченской Республики. Это Алхан-Калинское городище. Левее это непосредственно поселок Маас, бывший поселок Калинина в советские времена, в советский период. Сейчас я планирую осуществить переход на перекрестке, зайти в мечеть. Сейчас время наступает намаза аср, буквально через считанные минуты. Там же напротив нужно будет выпить эспрессо двойной и продолжим. Так, теперь ищем кофейню. Она наверняка здесь есть. На первом этаже много представлено коммерческих помещений. Уважаемые друзья, вот этот район у нас улица Старосунжинская. Собственно, вот этим названием улицы и является тот момент, что идет отсылка к тому, что здесь находилась деревня Сунжинская, как ее описывают. Имеется в виду тот же Сёльджи, о котором в следующем фрагменте, на следующем хронологическом этапе я хотел вам показать, проиллюстрировать, довести до вас информацию и непосредственно локацию. Вот примерно отсюда, уже на правом берегу, есть у нас так называемый район Бароновки, и сейчас я пройду вдоль правого берега. Сейчас мы с вами пройдем уже на южную и юго-западную часть, примерно район места, где расположена школа хафизов, примерно в этом районе. Мне еще нужно успеть попасть в Сёльджи, в поселок Сёльджи, уже последнее место стоянки этого аула, где, собственно, вот этот аул, он и остался, в конце концов, мигрируя, эвакуируясь в ходе определенных хронологических, стратегических больших событий. Ну и вот, уважаемые друзья, мы на улице Хеды Кишиевой, и перед вами медресе и школа хафизов. Здесь дети заучивают Коран наизусть. Это второе место, куда был эвакуирован аул Сёльджи. На противоположной стороне, уже на левом берегу, здесь мы на правом берегу Сунжи, в 1818 году расположилась крепость Грозная в районе строящихся башен. Сейчас я туда подойду. Прекрасная школа хафизов. И вот посмотрите, какое оформление, очень изящное, красивое оформление перил. Очень красиво. Как красиво течет Сунжа. Помните, как я говорил в начале видео? Так же красиво она и здесь течет. Вот, ух ты, передвижение, когда грузовой транспорт проезжает. Вот у нас правый берег и вот левый берег. И вот локация у нас аула Сёльджи, как я говорил. И, соответственно, вот из-за этого опасного соседства и из-за различных инцидентов, в конце концов, аул Сёльджи, он вынужден был эвакуироваться с этой локации довольно-таки далеко, на окраину, восточную окраину сегодняшнего Грозного, 5 километров отсюда. Сейчас я подойду уже к локации крепости Грозной, непосредственно в районе вот этих двух ЖК. Вот то, что правее мы видим достраивающийся, это ЖК Платина.
32 этажа. А левее это уже ЖК, тоже 3 башни, как и здесь. Это ЖК у нас Towers, 29 этажей. Вот если приглядеться, вы видите в кадре Терский хребет. Вот его кайма. Собственно, оттуда пошло продвижение в мае 1818 корпуса Ермолова, чтобы вклиниться уже в остальную часть Чечни и расположиться вот здесь. Ну и вот мы на проспекте Митаева. Здесь кольцевое движение, примыкание с проспектом Исаева, с улицей Чехова. Предыдущий фрагмент был с этой части. Чехова здесь улица короткая, она переходит в улицу Хеды Кишиевой, откуда я вел свой репортаж, фрагмент. И, соответственно, здесь и расположилась крепость Грозная. В 1818 году сюда прибыл корпус Ермолова, форсировав Терек, перейдя Терский хребет, который я вам показывал. И, соответственно, в мае они сюда прибыли 1818 года. В июне началось строительство, то есть заложение крепости. А основание это 5 октября того же года. То есть поэтому и праздник Дня города мы празднуем 5 октября. Теперь, я надеюсь, засветло еще мы с вами сможем переместиться непосредственно в Сёльджи, где уже, как я говорил ранее, территория, локация последней стоянки аула Сёльджи. До этого он находился здесь, с той стороны этих башен. И сейчас мы будем телепортироваться в Сёльджи в составе Грозного, поселок Сёльджи, который находится в районе 6-го микрорайона на северо-востоке Грозного. Вот мы и на одном из въездов в поселок Сёльджи, окраина 6-го микрорайона. Характерные маркеры на стене. Вот эта улица, она один из въездов непосредственно в Сёльджи, да? Вот. И вот видите, один мастер граффити нанес вот такую надпись Сёльджхо, то есть житель аула Сёльджи. Как будто бы он подготовил данную стену под нашу съемку. Энти, что Сёльджхо душа дальше? Сёльджхо. Машалла. Уважаемые зрители, вот я здесь встретился с местными жителями. Они являются потомками основоположников уже передислоцировавшегося Сёльджи. Это уже последнее место стоянки Сёльджи, как я вам говорил ранее. И вот мне предоставили фото предка, их предка данного семейства. Это чермоевцы. Мацвяхугар уша. В 1938 году репрессированы. Благодарю местных жителей за содействие, предоставленную информацию из семейного архива. Вот таким вот образом в исконно-чеченском селе фигурирует надпись на государственном чеченском. Написано: «Внимание! Соблюдайте скоростной режим». И в завершении видео, уважаемые зрители, уважаемые чеченцы, уважаемые патриоты, всех призываю максимально уважительно относиться к своей культуре и к своей истории. Никто вместо нас не придет и не будет трепетно, уважительно относиться к своей истории и не будет приводить какие-то повествования в доподлинном виде и образе. Спасибо опять-таки за внимание. До свидания, до новых встреч. Опа, сразу было видно, что он серьезный, увлеченный.
футболист. С момента, как он встал, я понял, что шансы забить будут не столь высоки. Таган ахар вак толам юх аш вак иш дукар. О, ая суна лоус хуш магала. Аздина гиришун. Реакция мел чоер. Ади кел марш айл. Гордовой. Дерес.